Край родников и уникальных в своем роде памятников культуры мавзолеев. Хусаинбеку и Турахану, кажется, Чишминский район буквально дышит историей, при этом не сбавляет оборотов в развитии, находясь рядом с федеральной трассой и столицей Башкортостана. Стройки, парки, заводы. Иногда проблемы. Все как у всех. Посмотрим вместе, как живет и работает руководитель Чишминского района на своей земле. Начинается утро главы не в кабинете, а в военкомате. Парни уезжают служить. По-отечески, но строго. Ришат Мансуров дает главный приказ – позвонить родителям. В любом удобном моменте найдите возможность своим родным и близким дайте весточку. Позвоните, там, напишите смс-ку и так далее, потому что вы четко должны знать, что вот эти люди вас ждут дома. Глава района говорит, что их парк «Патриот» – трамплин для мальчиков. Они становятся мужчинами. Отправлять на службу таких уже не страшно. Одним из таких критериев вот мы видим, что ввиду того, что у нас на территории присутствует парк «Патриот», ребята, которые десятиклассники проходят уже определенное, так скажем, обучение, да, это мы знаем, что в недельном формате со всей республики ребята съезжаются и проходят подготовку в парке «Патриот». Это дорого стоит. Я помню вот тех ребят, которые там даже в отношении строевой подготовки стояли, там элементарных вещей не знали. А сегодня мы видим, что ребята крепкие, прошли определенные там азы, так сказать, воинского дела, военная тактика, медицинская подготовка, строевая подготовка, там целый перечень преподавателей доводит до наших ребят. Конечно, может, коротко неделю, но этого вполне достаточно, чтобы у ребят появилось хотя бы общее понимание, концепция, что им предстоит в будущем. Время возвращаться в кабинет. Там уже ждут с ворохом вопросов. Сабантуй, Атайсал, где-то праздник, а где-то надо решать вопросы. Причем срочно. Азамат Закаевич, ну вот видите, цепочка, да? У нас на грани фола мы можем пролететь с капремонтом школ. Под гарантийные письма пока все проекты запускайте. Азамат Закаевич вот взял на контроль данный вопрос. В ближайшее время вопрос будет решен. Договорились, да? Обратили внимание на карту, есть какие-то флажочки, они что-то обозначают или... Да нет, территориально просто, чтобы понимание было, расставили флажки, где райцентр, отдаленная территория. В принципе, 15 сельсоветов у нас, порядка 50 тысяч населения, 2 таких реки у нас, река Дема, она, соответственно, проходит практически через весь район. Ушак – это такая коварная река, которая практически в ежегодном формате весной очень непредсказуемые, и значения вот эти подъема воды очень колеблется, подтапливает порой и садовые товарищества, и жилье. Ну, в принципе, мониторим ситуацию, реагируем своевременно. В кабинет уже заходит инвестор. Хочет построить глэмпинг, домики-афреймы, обустроить территорию. Это хорошо, когда можно отдохнуть рядом со столицей. Ну все, пожелаем успешной реализации. Дина Владимировна, сопровождайте, все. Все, спасибо. Давайте. Туризм, конечно, хорошо, но своим тоже нужно навести красоту. Прямо возле администрации развернулась стройка. Это проспект Дружбы. И чтобы он не стал яблоком раздора, работать придется на совесть. Срок службы 25 лет, поэтому решили заменить и, соответственно, и новая изоляция. Здесь до этого стекловато была, поэтому это скорлупа более эффективна, да? Теплопотери меньше, поэтому Хорошо. Ну, давайте очень внимательно. Качество работы должно присутствовать. Все сварные швы и так далее. Все. Ваш проходим. Мы сюда потом больше не возвращаемся. Через 25 лет. Минимум через 25 лет. Да, договорились? совершенно верно. Чишминский Арбат, получается, планируется, да? Интересная зона. Она вообще является центром притяжения. Очень много молодежи здесь по вечерам скапливается. И, конечно, чтобы создать комфортные условия и детишкам, и подросткам, и взрослому населению, вот скамейки и так далее, здесь очень интересная концепция. И планируем вообще проект двухгодичный, но мы планируем уже к осени в этом году завершить данную работу. Главу ждут в Алкино. По дороге он решает показать нам предприятие «Уют».
Не зря его так назвали. Тут занимаются благоустройством, вывозом мусора и озеленением. Узаконили карьер «Свой щебень». Дорог в районе стало больше. Получается очень хорошая история, и люди получают комфортные условия, чтобы было твердое покрытие. Уходим от грязи, от колейности вот этой и так далее. Обратная связь. Конечно, хорошая. Да. Все с большой надеждой ждут реализации по другим улицам, где еще не дошли. Конечно. Да. Держим путь Валкина. По дороге глава показывает разное. Вот зеленый щит из деревьев, придорожное кафе, логистический хаб. Спрашиваю у него, не жалеет ли, что сменил когда-то костюм пожарного на пиджак чиновника. Ни разу не пожалел, потому что я вернулся на свою малую родину, родную вотчину, где я родился, вырос. Для меня Чешма — это всегда вот какой-то с теплотой в душе, потому что 26 лет я развивался и служил в столице. Вот, кстати, вот этот объект «Спирологистика», введен в эксплуатацию вот буквально недавно. Ну и продолжая тему, вот все-таки набрался очень высоких компетенций в вопросах безопасности. Льготная пенсия у меня к тому моменту была, то есть там с 20 лет есть возможность льготного выхода на пенсию. И ради Фаричем было, так скажем, предложение в мою сторону, не хочешь ли поработать. Я, конечно, дал согласие. Валкина-2 открыли стелу Роберту Хакимову. Он героически погиб в зоне специальной военной операции в 2024-м. Мемориальная плита – символ вечной памяти. Кстати, глава этого лесного сельсовета тоже участник и ветеран СВО. Собираемся уезжать. За рукав руководителя района ловит бабушка. Ну как тут пройти мимо? Мен Улямаева Савия Магасамовна. Сайхарнакови. Корни наши, да. Сіздің менің әткей сіздің кортайлар біле бір туған. Жының үшін сөйлешесім келеді. Рахмат. За углом этого же дома работает техника. Преображают двор. Но для местных это не шум, а музыка для ушей. Ждали ее местные не один десяток лет. Да ладно, не стесняйтесь. Смотри, это фоткает тебя. Не стесняйтесь, а как вот вам то, что преобразовано? Ну, конечно, очень хорошо, очень хорошо. Да, наконец-то. Будем по тропинкам ходить. А то по грязи ходили. 40 лет по грязи ходили. Но это не первый проект уже, который реализуется здесь. Проект «Башкирские дворики». Еремеево. На когда-то голых полях выросли дома. Строили их для сотрудников агропредприятий. Есть вода, газ и свет. А вот дорога к ним пока как стиральная доска. У всех дети маленькие, и хочется на улицу выйти, да, зимой темно, а у нас был свет, спасибо за это, дороги. Уличное освещение имеется в виду? Было, да, уличное освещение было, дороги регулярно чистились зимой, все нас устраивает. Единственное, весной мы плавали, как чернозем. Мы предполагали, пешком ходили, потому что легковые машины, не все, благо вот у нас здесь машина, он нас возил всех, да? Да, все сразу не получается сделать, но в любом случае в этом году создадим, ладно? Дорога будет с твердым покрытием, не асфальт, пока асфальт не обещаем, но отщебеним, сделаем, чтобы могли беспрепятственно доезжать до своего жилища. Я сразу скажу, что, конечно, хотелось бы и больше сделать. Но в такое тяжелое время нет этих свободных ресурсов, потому что я понимаю, что даже Азам Аскарович, вот он сейчас пообещал, наверное, а по сути дела он еще, наверное, не знает, где эти деньги добывать, наверное, да, Азам Аскарович? Как без оптимизма в сложное время и как без праздников, даже маленьких, вот церемония прямо на поле. Поздравляют лучшего механизатора. В подарок термос с символикой района. И в лучших советских традициях полевой концерт. Артисты поднимают, так сказать, аграрный дух. У предприятия «Агроальянс» 5000 гектаров земли. Хотят освоить новую культуру. Какую, пока держат в секрете. Если нормально в этом сезоне мы
с этим видом пойдем вперед, то, конечно, анонсируем. Это абсолютно новый проект для нашего района и в целом для республики. Это даже для всей страны, это единичные такие, так скажем, проекты, они присутствуют. Но руководитель не побоялся, взялся, засучил рукава. Я уверен, что мы к осени выйдем с хорошими результатами. Жара не меньше 30 градусов. Чтобы не напекло голову, мне дают кепку. Снова с логотипом района. Здесь, как понимаем, любят все фирменное. Спасибо. Ну вот как раз сейчас очень актуально в такую жару. Готовы к блиц-опросу, он будет короткий. Нужно будет ответить буквально парой фраз. Есть ли для вас в Чешминском районе место силы? Если есть, то какое оно, где находится? Место силы, конечно, это отчий дом, это мои родители. Где их населенный пункт? Деревня Новоабдулино, Чешминский район. Я, как ранее говорил, уже трудимся у себя дома на своей исторической родине. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются жители вашего района? Проблемы начиная от бытовых, и, конечно, мы видим обеспокоенность людей и, наверное, все-таки сопричастность, все-таки формирование комфортных условий для населения. Это благоустройство, это дороги, это освещение улиц. За что чаще всего вас благодарят жители вашего района? Наверное, в первую очередь, за доступность, конечно. Я неоднократно говорил, что я в своей жизнедеятельности никогда не задирал нос. Мы абсолютно спокойно общаемся с населением. Какие пожелания у вас жителям вашего района? Пожелания в такой момент – это нам всем нужно выдержать ту самую серьезную сейчас историю, которая нам всем нужна победа. Но я точно знаю и уверен, что не сломить наш народ, никогда на колени нас никто не поставит, и мы будем делать все, чтобы у себя дома сеять хлеб, растить детей, строить школы и созидать. Малая Родина – это не только гордость, это еще и ответственность, от которой не уйти. И когда знаешь, что не подвел, тогда и становится понятно, что ты точно на своей земле.